Директор учреждения Радима Газдиева показала главе региона все помещения, отделы, книжные хранилища, познакомила с условиями работы своего коллектива, рассказала о деятельности и обозначила проблемы, стоящие перед библиотекой в настоящее время. Здание, в котором размещается главное книгохранилище Ингушетии, датируется серединой 1930-х годов. Прежде здесь были конюшни, позже оно было переоборудовано в кинотеатр, а в 1995 году в него переехала библиотека. За годы эксплуатации строение пришло в ветхое состояние. Оно не отвечает требованиям безопасности и техническим особенностям, обязательным для содержания и расширения фонда. Смотрите, стены, видите, вот эти стены они уносят. Почему вот и озабоченность была, я просила министра содействия в этом плане. Вот эти стены они разрушили, по сути говоря, вот все, что есть здесь. Отсюда у людей мне уже пришлось читальный зал вывести, чтобы они сидели уже в читальном зале, работали. Здесь у нас отдел автоматизации. Здесь серверная у нас вот с правой стороны. Когда ремонт здесь был? В 2004 году. Здесь у нас серверная. Здесь скапливается весь электронная база на весь наш краеведческий ресурс. Это в таком состоянии. Вот это все мы перевели в электронный фонд. Все эти традиционные каталоги у нас уже в электронном виде. Мы его оставляем уже для тех любителей. Да, мы сохраняем, вдруг с нашей базой что-то случится. Тем более есть необходимость и озабоченность по техническому состоянию нашей серии. Вот здесь вот размещаются национальные книги, которые вот особо несут все национальная литература. Работа, конечно же, здесь в соответствии с типовым требованиям, здесь его нет. И этого бы не было бы, если бы не возможности и не желание наших сотрудников, и не их такое, знаете, вот отношение. Это дорого? Ну и как вы здесь? Сидим. Здесь какая категория? Это текущее поступление, которое вот подписка периодической печати. Это отдел периодики. Вот в этих условиях мы вынуждены формировать, вот видите, как бы вот, потому что негде. Здесь не было одного стеллажа, но от того, что эти фонды краеведческие и другие надо разместить. А раньше здание, это когда вы сюда переехали? В 95-м. Его же не что было вообще. Его построили тогда? Это было киновидеообъединение, это был кинозал. Учреждение исполняет также роль книжной палаты республиканского библиотечного коллектора, а также занимается обслуживанием детей и юношества в связи с отсутствием региональной детской библиотеки, ввиду чего имеющихся площадей недостаточно для выполнения всех указанных функций. А как вы критерии Отбора? Да, Прежде всего у нас делается подкаст за читателей, а потом есть обязательный экземпляр, который мы должны закупать. Ну, сейчас, как сформулировали, чем интересуется сейчас? Настолько удивительно, сейчас стало больше всего молодежи опираться на научную часть. На научную? На научную часть. Раньше вообще гуманитарная или техническая? Гуманитарная и техническая, и отраслевая, вся отраслевая. А насколько у вас компьютеризировано здесь? Абсолютно все. Все, да? Все компьютеризировано. Все у нас внутренние локальные сети, мы вышли в глобальную сеть. То есть, если я хочу, там, на ваш сайт захожу, конечно, вы и там электронную могу, библиотеку да? там находите, да, у нас все автоматизировано. По завершении осмотра состоялось совещание главы Ингушетии с руководством регионального Министерства культуры и архивного отдела и представителями учреждения, на котором обсуждалась возможность возведения новой библиотеки, отвечающей всем требованиям современности, в столице республики Магасе, а также перспективы развития главного информационного культурного центра региона и в целом библиотечного дела Ингушетии. Напомню, Махмуд Али Калиматов поднимал вопросы возведения и реконструкции объектов культуры в Ингушетии в ходе рабочей поездки в Москву на встрече с министром культуры России Ольгой Любимовой.